Мне удалось зайти в одну из квартир кубика Совмин. Владельцы квартиры разрешили мне походить, посмотреть, записать для вас этот ролик. Действительно, планировка необычная и такая непростая, да? Не как у стандартных квартир. Вот, ну, более детально, наверное, я вам уже расскажу в своем материале. Есть в Бишкеке один небольшой по нынешним меркам двор, который в народе называют Совминовским кубиком. Войти в него можно с 3 сторон, и в каждой из 3 проходов находятся мемориальные таблички, рассказывающие об известных людях и выдающихся личностях, которые здесь жили. Поистине, самые известные граждане города того времени – государственные деятели, председатель Совета министров Киргизской ССР, учитель и видный педагог, организатор народного образования, первый прокурор Кыргызстана, известные министры и заместители министров, сотрудники аппарата Совмина, политические, общественные деятели и деятели культуры, искусства и спорта. Словом, те, кого часто показывали по телевизору и о ком писали в газетах, и те, кого всегда узнавали на улице и в общественном транспорте. Но поскольку все же главным героем моего рассказа является не какой-то конкретный человек или люди, а дом, где он или они проживали, то вернемся к повествованию об этом некогда элитном, в советские времена, жилом кубике. Он состоит из 152 квартир в 5-этажных домах, построенных в 1975-80-е годы и расположены между улицами имени Суйманкула Чокморова, Дуйшенкула Шопокова, Джамарта Бакамбаева и Алынкула Усинбаева. Дом, надо отметить, нетипичный для той эпохи планировки. В подъезде по 8-10 квартир, по 2 на каждом этаже. На первом этаже в доме по улице Шопокова 36 на каждом этаже 3- и 4-комнатные квартиры. Правда, есть и 1-2-комнатные квартиры, но многие из них уже давно переделаны и перестроены и объединены в 3-комнатные. Негласно самым лучшим из 4 домов Совминовского кубика считается дом по улице Бакамбаева. Он был завершен в 1980 году, а первые жители вселились в 1981 году. Дом 4-подъездный, 50-квартирный, 1- и 2-комнатных квартир в нем нет. В первых 2 домах лоджии длинные, в то время, да и сейчас многие мечтают о таком полезном пространстве. Это и рабочий кабинет, и место для отдыха, и нередко место для просушки белья. Общая площадь 4-комнатных квартир составляет около 100 квадратных метров. Весь первый этаж дома занимает поликлиника, она и по сей день полноценно работает. В числе жителей Совминовского кубика были и выдающиеся спортсмены. Например, тяжелоатлет, олимпийский чемпион Каныбек Османалиев, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Колпакова и многие другие. Также в этом доме жил и бывший министр культуры Марклен Баялинов, сын народного писателя и публициста Касымалы Баялинова, в честь которого названа одна из улиц в Бишкеке. Невестка Марклена Баялинова Елена Баялинова, известная журналист и медийный работник Кыргызстана, много лет проработавшая пресс-секретарем Министерства здравоохранения Кыргызстана. И хотя Елена давно живет в другом доме, но и по сей день она приходит сюда, чтобы навестить свою бывшую свекровь, жену Марклена Баялинова. Моя известная и прекрасная собеседница согласилась поделиться воспоминаниями о своей жизни в этом дворе. Она рассказала, что до сих пор помнит свое удивление и восторг от того, насколько большими казались на тот момент ей квартиры. Совминовским кубиком, да, потом уже была связана, так скажем, вся моя последующая, даже профессиональная жизнь, потому что именно в этом кубике настоящее соцветие было интеллигенции Кыргызстана, нашей столицы, Фрунзе, да, по тем временам, потому что кого здесь только не было. Здесь ведь был целый пласт наших народных артистов, наших знаменитых, именитых каких-то врачей, наших различных общественных и государственных деятелей. Вот по этому кубику можно было бы изучать историю Кыргызстана, это 100%, потому что кого здесь только не было. Про дома эти, да, вот чем они отличаются от обычных хрущевок, допустим, 106 серии, от твоей, откуда ты приехала? Да, это было, конечно, круто, потому что когда мы заехали в эту квартиру, да, и я, конечно, помогала здесь главной хозяйке, да, я мыла окна, все, здесь поражало все вот каким-то масштабом. По тем временам это казалось так круто.
вот эти 4-комнатные, 5-комнатные квартиры, ведь они были построены капитально, потому что их строили же специально для Совмина, да, естественно, здесь, я не думаю, что здесь кто-то мог позволить себе, да, или воровать, или делать что-то халатно, да. Это были капитальные, просторные, светлые, надежные квартиры. Что меня поразило, это широкие лоджии. Это сейчас уже все привыкли там, к домам каким-то многоэтажным, да, в частном пользовании, а по тем временам это вообще было круто. И жить в этом кубике было круто, потому что все говорили, а где ты? В Совминовском. Как-то у него какое-то название было еще другое, так, в обиходе. Пацаны между собой рассказывали. Потом здесь, конечно, стояли какие-то беседки, сейчас вот уже и снесли эти беседки, да. Очень много детей гуляло во дворе. Вот эти горки, по-моему, остались еще с тех пор. По тем временам, конечно, здесь не было деревьев, потому что это был такой новенький кубик, лысый такой, да, здесь ничего не было. Вот. И ну, само то, что ты просто идешь по двору, да, а навстречу тебе идет народный артист Ситалиев, например, да, или выходит из своего подъезда наш именитый академик Мирсаид Мирхамидович, да, вот это тебя, оно как-то обязывало, подтягивало тебя, да, ты ощущал себя вот единицей, какой-то большой единицей, большой важной страны, потому что ты с этими людьми знаком, и редко мы рассматривали тут, знаете, чтобы использовать вот эти громкие фамилии для каких-то связей, для какой-то личной выгоды. Нет. Это просто было, это было очень почетно, это было очень авторитетно жить в одном дворе, дружить с этими людьми. И не просто дружить, а может быть, благодаря их рассказам, какой-то памяти. Вот сейчас мы эту память продолжаем в современной жизни сохранять, нести, передавать ее своим детям, внукам и так далее, как это было. И я, 18-летней девушкой, когда впервые сюда попала, вот, и уже потом проживала вот здесь на улице Усинбаева, 37, конечно, я вот как губка впитывала, наблюдала, да, за людьми, какие это люди, какие за ними приезжают машины. Мы прогуливались здесь во дворе с этими людьми, когда я выгуливала свою маленькую дочку, да, и вот таким образом мы общались, и, кстати говоря, вот все вот эти связи, они же до сих пор сохранились, потому что мы есть одна большая дворовая семья, которая друг другу доверяет вообще во всем. Какие-то свои перемены в жизни, мы следим за судьбой друг друга и так далее. Вот. Ну, может быть, даже благодаря вот этому двору я стала журналистом, может быть, таким образом я попала на государственное телевидение. А почему? Потому что вот рядом с моим подъездом, где я жила, жил тогдашний председатель кыргызского телевидения Асамбек Стамов. Вот, сейчас уже его нет в живых, конечно, вот светлая ему память, да. А по тем временам он жил по соседству, его пригласили на чай к нам, к Байлиновым. Я подавала чай, как Келинка, и вот тут зашел разговор, а чем занимаешься, а кем ты хочешь быть? А я говорю, да, я вот работаю в Академии наук, защищаю диссертацию кандидатскую, но мне так скучно, наука это не моя работа, хотя не моя работа, не мое призвание, потому что это было мне все чуждо. Вот. Я, конечно, люблю историю, свою специальность, но мне всегда хотелось заниматься чем-то живым. И он мне говорит, а давай к нам на телевидение. К нам на телевидение. И это был 85-й год, когда я пришла на телевидение, благодаря именно Асамбеку Стамовичу. Вот так завязывались здесь судьбы людей, можно сказать. Вот вспоминаю, в частности, встречу им, какую-то нашу дружбу, семейную дружбу с Болотом Шамшиевым, потому что они жили вот в доме, который стоит напротив, да, вот меня. Я впервые тогда познакомилась так близко с Айтурган нашей Тимировой, которая замечательный готовила уйгурский лагман и плов и так далее. И было всегда интересно. Было интересно не просто прийти в гости, а было интересно услышать что-то новое, связанное с историей не только кинематографа, экономики, торговли, я не знаю, там еще различных наших отраслей промышленности, да. И вот таким образом я изучала историю Кыргызстана, как будучи специалистом по истории вообще, да, это моя первоначальная профессия. Квартиры очень отличались качеством постройки, потому что я не знаю, там во сколько кирпичей должна построена быть настоящая стена, да, в нормальном жилом доме. Конечно, вот качество чувствовалось во всем. И сегодня эти дома, между прочим, в них очень тепло. В них очень и всегда было тепло. Потому что и рамы, и стены, и крыши, все было сделано таким образом, чтобы человеку было в них комфортно. И это было.
И сегодня вот можно спокойно в эти квартиры въезжать и жить, и даже без капитального ремонта, потому что они были построены на совесть. Вот этот вот кубик, да, вот многие где-то так, даже где-то немножко злились на то, что вот понастроили тут чиновникам, да, вот такие вот хорошие дома, отдельные какие-то дворы, кубики, да, вот, а мы простые люди, ничего подобного. В этом дворе, вот что характерно, да, здесь рядом вот с председателем там Совмина или с народным артистом жили также простые работники, так скажем, да, вот и Совета министров, то есть здесь были и какие-то референты жили, да, здесь жили и какие-то простые милиционеры жили, да, то есть вот здесь вот, мне кажется, люди получали вот эти квартиры по каким-то заслугам своим, да, вот за заслуги вот перед своим отечеством. И это очень важно, потому что все жили на одних равных условиях. Вот. И не было здесь вот избирательно, что вот здесь только будут жить одни какие-то шишки. Ничего подобного. Вот жили все, как одна большая семья. Также она рассказала, что в то время, как в простых дворах, тут особо не собирались и не распивали спиртные напитки. Видимо, из-за того, что тут жила в основном интеллигенция, и родители запрещали своим детям делать хоть что-то из того, что могло бы вызвать даже малейшее неодобрение или тем более серьезное осуждение со стороны остальных людей. Оно и неудивительно, ведь кроме вышеназванных популярных и уважаемых людей, здесь жили также звезда кыргызского балета, народная артистка Айсулу Токамбаева, дочь советского писателя и поэта Аллы Токамбаева, в честь которого также названа одна из улиц Бишкека. Известный режиссер-постановщик киностудии «Кыргызфильм», сначала депутат Верховного Совета Кыргызской ССР, а потом и Джогурку Кенеша Болот Шамшиев. Председатель Совета министров Киргизской ССР Казыди Камбаев, в его же подъезде также жили министры и заместители министров. В этом доме жил один из заместителей министра внутренних дел. Кстати, не только видные деятели получали тут квартиры, но и представители среднего класса, референты Совмина, водители и простые сотрудники различных министерств и ведомств. Видимо, за успешную работу и вклад в развитие страны. В какой-то период периметр двора, да и сам двор патрулировала милиция, а в середине 90-х у входа в один из подъездов для безопасности и более яркого освещения был установлен дополнительный фонарь с датчиком движения. В то время это было что-то совершенно новое и не совсем известное. Его установил сотрудник посольства, временно проживающий тут. По словам жителей этого действительно элитного двора, несмотря на их статус и положение в обществе, они дружно выходили на субботники и вместе с детьми убирали и приводили в порядок свой двор. Естественно, рассказ о совминовском кубике был бы неполным без описания хотя бы одной из его квартир с улучшенной планировкой. И мне посчастливилось попасть в ту, которая была в доме по улице Джоамарта Бакамбаева, построенном в самую последнюю очередь, с учетом всех ранее выявленных замечаний. Квартира четырехкомнатная, просторный холл вместо привычного для многих в те года коридора. Слева кухня, в 2, а то и в 3 раза превышающая размеры кухонь в хрущевках. Далее гостиная. Комнаты тоже не маленькие и вполне уютные, а возле родительской спальни 2 большие кладовые. Они до сих пор здесь остались такими, как было первоначально и спланировано. Исследуемая мною квартира вся в дереве, паркет во всех комнатах, рамы, двери, серванты, стулья – все сделано из добротного дерева. Санузел, как и было отмечено ранее, раздельный, и в целом само расположение комнат удачно спроектировано, что позволяет большой семье спокойно передвигаться, не сталкиваясь и не тесня друг друга. Ее нынешние владельцы живут за пределами Кыргызстана, но время от времени приезжают сюда, чтобы сдавать ее новым квартирантам. Как правило, заселяются семьи, которые пока строят свой собственный дом или ждут, когда завершится строительство их дома в жилом комплексе. Вот и сейчас семья, недавно жившая здесь, съехала, а владельцы думают ее вновь сдавать. В будущем они планируют продажу этой квартиры. Соседи уже спрашивали про цену, но владельцы пока не торопятся с окончательным решением. И в завершении своего рассказа я хотел бы отметить, что на сегодняшний день объявлений о продаже квартир в кубике Совмина очень мало. Если и есть, то интересуются теми, что со стороны Джоамарта Бакамбаева и Дуйшенкула Шопокова, так как со стороны улицы Суйменкула Чокморова недавно завершили строительство нового 120-квартирного 14-этажного дома. После этого стали появляться объявления о продаже квартир, соседствующие с новым жилым комплексом.
Первые жители этих квартир говорят, что даже не мыслят о том, чтобы их продавать. Родное жилье их вполне устраивает, и они надеются, что будут передавать его из поколения в поколение. Эх, и да, я тоже хотел бы жить в этом доме. Ну, хотя бы в таком же дворе.